Он мечтал во дворе поставить топчан, чтобы приходили друзья. Хотел все обустраивать потихонечку. У меня нет надежды на то, что моих детей эта власть отпустит их. Мужья вернутся в семьи, дети увидят отца, семьи будут полноценные. То, что Ситумера нет, это очень чувствуется и по хозяйству, и в доме. В повседневной жизни обычно утро начиналось у нас обязательно с кофе. Ситумер сам делал кофе, так как в Солодчаке он уже обучился этому. Мы проживали втроем, я, муж и наш маленький ребенок. Я осталась одна. Ко мне приехали моя мама, брат, его родители постоянно приходят, помогают. Его младший брат, вот, который остался сейчас, как бы должен и смотреть родителей, обеспечивать их семью, и также он помогает очень нам. Народ предлагает помощь. Они в первые же, вот буквально в первые 2 дня, они нам завезли продуктов, мешками причем, картошку, лук, капусту. То есть полностью все продовольствия они нам обеспечили на долгое время. В нашей части города, как бы на нашей улице, газа еще нет. Собирались вот в конце весны проводить. И на данный момент, в холодное время, мы топили печку. Он, то есть, подготавливал дрова. Я как бы в этом вообще не участвовала, но на данный момент сейчас из-за того, что вечером прохладно и у нас маленький ребенок, приходится протапливать. Разжигаю печку уже сама я. Как бы научилась уже, освоилась. В планах как бы было много чего доделать. Он мечтал во дворе поставить топчан, чтобы приходили друзья, и в теплое время они могли во дворе наслаждаться пейзажами и как бы в хорошей компании, в кругу семьи, в кругу друзей пить чай, кофе. То есть хотел все обустраивать потихонечку. Ну вот как бы сейчас это все осталось, остановилось. События 11 марта этого года, произошедшие с нашей семьей, естественно, они негативно повлияли на нас, на всех. В какой-то мере ожидание того, что это может произойти, оно не оставляло, по крайней мере, меня и моих детей в течение последних нескольких лет. Ты пытаешься представить себе, если это произойдет сегодня. По крайней мере, я для себя в какой-то мере это моделировал. И получилось так, что это коснулось и нашей семьи. У меня нет, как говорится, надежды на то, что моих детей эта власть, эта судебная власть, следственные органы отпустят их, признав их невиновными в том, в чем на сегодняшний день их обвиняют. Мы всегда рады гостям. Я имею 2 детей на руках. Родители, отцу 70 лет, матери 65 лет, сестра. И вот связка ключей и рустемовское обручальное кольцо. Чего я хочу? Чтобы мир посмотрел на крымских татар и на мусульман по-другому. Не жил стереотипами 1944 года. Я даже не хочу говорить то, что они говорят. Мой народ не является тем, что нам предъявляют. Он не был таким никогда. Дайте народу такую возможность. Дайте такую возможность детям.
дайте нам возможность женам, чтобы это произошло. Мужья вернутся в семьи, дети увидят отца, и семьи будут полноценные, будут... У каждой семьи была своя мечта, у каждой семьи будет возможность свою мечту воплотить в реальность. Соседи предлагают свою помощь, они готовы не только здесь подписывать, там, писать характеристики, отзывы о нем, но и готовы ходить на суды, потому что знают, что как бы он человек, который никогда плохого ничего не делал, он при первой же возможности пытался помочь каждому. Строить какие-то иллюзорные планы, что та власть, которая когда-то лишила мою мать ее отца, а потом ее выслала из Крыма и не давала возможности 50 лет возвращаться сюда. Таких иллюзий я, по крайней мере, для себя не питаю. И даже не исключаю такого, что через какое-то время могут прийти за мной и за членами, как говорится, моей семьи, оставшейся сегодня на свободе. Пожалуйста, взгляните и сломайте стереотипы. Мы не те, не то, что вы нам предъявляете. Мы сильный народ, мы гордый народ, мы выдержим.